Эфир нашего телеканала продолжает программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства обсудили руководители ряда региональных предприятий с директором Ненецкой агропромышленной компании Анатолием Чудочиным. И сегодня он гость нашей студии. Анатолий Петрович, здравствуйте, я вас приветствую. Ну и добро пожаловать в Якутию. Итюкинанен и Ань Дарова по-нашему по-ненецки. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, ваше предприятие перерабатывает ежедневно до 5 тонн сырья. Это, в принципе, довольно-таки большая очень цифра. Вы, по сути, являетесь крупным поставщиком продукции в Ненецком округе. Как удалось выстроить систему переработки таких объемов? Расскажите об этом. Немножко вас поправлю. Наше предприятие уникальное, потому что мы основное производство, как вы сказали правильно, это молочное производство, ежедневный суточный надой в пределах 7 тонн. Мы имеем 2 цеха переработки, на которых выпускаем до 20 видов молочной продукции. Молочная продукция выпускается только из цельного молока, это наша принципиальная позиция. Значит, основными контрагентами, а их у нас до 70 доходит, это окружной бюджет, это садики, это школы, это больницы, это детские дома, дома престарелых. Остальная продукция, которая, будем говорить, излишняя, она поступает в розничную торговлю. Мы имеем 2 своих торговых точки, а остальные все с контрагентами. Молочной продукции мы выпускаем до 20 видов. Начиная от детского питания, это молоко и бифилайф, ну и кончая, наверное, всеми лактиналями, йогуртами и другими молочными продукциями. Еще раз повторюсь, только цельное молоко. Ну и то, что поставляется в детские сады, больницы и школы, это явный показатель все-таки высокого качества, я считаю. Я с вами соглашусь, потому что наша продукция вся, в основном молочная продукция, это 72 часа хранения, то есть трое суток. И мы понимаем, что продукция тетрапака туда попасть не может. Со своими задачами мы справляемся вот на протяжении уже 9 лет. Последних 9 лет мы полностью модернизировали наш цех переработки, и вопросов к молочной продукции нет. Вот вы сказали, что молочное направление – это один из основных видов вашей деятельности. Какие еще направления освоило ваше предприятие? В структуре нашего производства молочное производство занимает 80%, 6% занимает продукция оленеводства. Мы имеем 2 стада в летний период до 5000 оленей. В убойную компанию ежегодно мы сдаем на наш перерабатывающий комбинат до 35-40 тонн. При производстве 50-10% мы на нужды своего предприятия тратим оленеводство. И в пределах 50-60 тонн мы продаем тоже на мясокомбинат продукцию животноводства, мясо КРС. Также у нас есть в структуре производства, что занимает 7%, это тепличный комбинат, на котором мы ежегодно выращиваем 65-70 тонн огурца, до 10 тонн томатов и 130-120 тысяч упаковок зеленых культур. На предприятии работает 250 человек. По 2020 году начисленная заработная плата 56 тысяч. Задолженности по зарплате, налогам и сборам у нас нет. Но нужно понимать, что на Крайнем Севере без поддержки какой-либо, а у нас поддержка основная – это окружной бюджет, и мы всегда на всех уровнях говорим спасибо и губернатору, и законодательной нашей власти. Большое им спасибо за поддержку. Мы являемся предприятием окружным, акционерное общество Ненецкая агропромышленная компания, 100% акций находится в собственности Ненецкого автономного округа. Ну, давайте перейдем о том, какие цели и задачи вы перед собой ставили, отправляясь с рабочим визитом в Якутск. Я уже говорил, что 6% нашего производства – это тепличный комбинат. Структура нашей работы на тепличном комбинате, конечно, разнится от вашего предприятия «Саюри», на котором мы сегодня побывали.
мы, будем говорить, определились для себя, что нам нужно исправить, что нужно сделать. Нам нужно что-то исправлять. Но нужно понимать, что население Ненецкого автономного округа всего 44 тысячи. В городе живет 30 тысяч. То, что нам производство нужно, ну, будем говорить, на 50% меньше то, что производите вы. Поэтому мы посмотрели, как это сделать и что это делать. Компания, сама компания, как, будем говорить, для строительства этого комбината, таких денег не имеет. То есть мы понимаем стоимость этого комбината. Поэтому сегодня, после нашей поездки, мы здесь находились с Риммой Федоровной Галушиной, которая сенатор от Ненецкого округа. Мы я думаю, в понедельник, вторник будем приняты губернатором, доложим о нашей поездке, о наших целях. Губернатор спонсировал эту поездку, он давал нам добро. И думаю, что какие-то шаги мы начнем делать. И дай бог, чтобы тот комбинат, который у нас есть, через 2 года, если будет модернизирован, тогда мы будем обеспечивать продукцией растениеводства, а именно тепличного комбината, не на 30% населения города, а, наверное, на все 100%. Вот помимо теплиц Саюри, я знаю, что вы посетили и Сахаболт, Мясной двор, ряд других предприятий. Расскажите о ваших впечатлениях. Вы знаете, наверное, самое большое для меня впечатление было это гостеприимственность, вот такое уважение. Но это, наверное, это север, это нужно понимать. И вчера мы были в Агрокубе, это мы были в Хатасской школе. То, что делают руководство этого агроклуба, школы, я хочу сказать, что перед ним нужно склонить голову и сказать им огромное спасибо. Я увидел, как у людей горят глаза, и что они делают для нашего будущего поколения, для молодых ребят, для учащихся. Я сам по образованию агроном, и когда увидел, что девочки в пробирках сегодня уже учатся выращивать картофель, и они понимают, что это, как это делается, это очень большой шаг. Вот это мы уже с Риммой Федоровной говорили, мы тоже у себя принесем, у нас есть 2 школы, которые это сегодня могут делать реально, чтобы приучать к труду молодежь, даже не побоюсь сказать детей, чтобы они понимали, что это и как. То есть можно говорить, что уже по результатам поездки появилась мысль что-то подобное внедрить и у себя? Да, есть. Вот мы были вот на переработке на Кожевином, да, вот на сегодня. У нас этого нет. Хотя нужно сказать, что Ненецкий округ по поголовью оленей, он 2-й в России. У нас поголовье оленей 170 тысяч. Какую-то часть, будем говорить, вторичного сырья мы перерабатываем, отправляем то в Финляндию, но большая часть, она просто не перерабатывается. Вот это нужно смотреть. По переработке мяса, то, что я увидел сегодня на переработке вашей, молодцы, хорошо, но у нас тоже очень хорошая переработка, поэтому я руководителю вашему привез нашу продукцию, мы ее показали, и они однозначно будут общаться с нашим мясокомбинатом, и что-то возьмут у вас, что-то у нас. Вы понимаете, я уже тоже в возрасте, я всегда говорю, учиться никогда не поздно. Поэтому нужно ездить, общаться, встречаться, и каждый человек для себя что-то возьмет новое или что-то изменит в своей работе. Ну, вот кроме мясопереработки, сейчас мы говорим про оленя и оленину, из шерсти, из шкур какое-то производство? У нас этого нет. Вот поэтому это такой вопрос, который нужно решать. У нас, вот я говорил, что да, 42 тысячи оленей забивается. Есть предприятие, акционерное общество, сельхозпредприятия, которые уже поставили, есть у них наработки и прямые поставки на Финляндию, но большая часть, она остается в округе, не переработанной. Нужно понимать, где она. А с другими субъектами, может быть, как-то сотрудничество наладить именно в плане вот переработки всего того, что остается после забоя? Я думаю, что это нужно делать на своей территории. Вот то, что показала Якутия, то, что сегодня вы делаете на своем предприятии, перерабатывать это. Вы понимаете, я увидел
не только что вот именно шкура, а там большой спектр этого орнамента якутского, вот той красоты, которую вкладывают люди, которые работают на этих предприятиях. У нас тоже есть что показать, но вот нельзя этого терять, этой нитки, этой связи поколений в производстве той продукции, даже не нужно называть ее какой-то национальной продукцией, будем говорить, да, вот это нам нужно ворачивать. Вот, в принципе, курс нашего правительства сейчас выстроен как раз на то, чтобы Якутия перестала быть исключительно регионом добычи полезных ископаемых, скажем так, а и занялась их непосредственной переработкой на месте, а не отправляла куда-то в другие регионы, только поэтому деньги и будут оставаться здесь. Извините, я перебью, я вам скажу больше. Для меня всегда была Якутия — это алмазы. То есть понимание географического положения Якутии — это алмазы. То, что я сегодня увидел за 2 дня, я хочу извиниться даже перед жителями Якутии и сказать, что ну, вы молодцы. У вас есть руководители, у вас есть коллективы. Я называю это как руководитель, у них глаза горят, они хотят этого делать. И вот этому нужно даже учиться у вас. Ну вот с этим задором вы вернетесь домой. В последние годы активно цифровизуется все, что только может цифровизоваться. Как цифровая экономика развивается у вас в регионе, и в частности на вашем предприятии? Основное для нас, будем говорить, это радость или беда, молочное производство. Я вам говорил, что 80% от нашего производства. Была система «Меркурий», в которую мы входили тяжело, но мы с ней начали работать. Вот с 1 сентября мы входим в систему «Честный знак», с 1 декабря вся молочная продукция, она уже, кстати, начала действовать, но у нас, слава богу, нет ни мороженого, ни сыров. Мы переходим на эту систему. Лично мое отношение к этой системе как руководителя неоднозначное. Объясняю почему. Во-первых, чтобы войти в эту систему и работать в ней, вот нашей Ненецкой агропромышленной компании нужно затратить на все это удовольствие в пределах 4 миллионов рублей. Понимаем, что это сразу увеличение стоимости на нашу продукцию. Нужно ли это, вот эта система вообще для нас или не нужна? Я отвечаю, что для производителей, которые, это мое видение, производят продукцию, молочную продукцию и реализовывают ее на своей территории, я думаю, что это не нужно. Тем более, северная территория, у нас есть проблемы с интернетом. У нас есть проблемы, мы никогда не вывозим эту продукцию на другую сторону, за пределы регионов. Поэтому я считаю, система «Меркурий» была очень хорошая. Решает это правительство, мы все равно, хотим или не хотим, это будем делать. Но для нас это лишняя нагрузка. Тем не менее, я желаю вам успехов и удачи во всем. Анатолий Петрович, большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо за эту беседу. Всего доброго. Спасибо. Лакомбой. Это программа «Актуальное интервью». И сегодня мы говорили с директором Ненецкой агропромышленной компании Анатолием Чудочиным. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанции в общественных местах. До встречи в эфире.